Бастарда. Історія. Так, это самое. Ну, як я и заявлял, бастарда, это же бастард, это и иностранное слово незаконно рожденный. Так, чтоб ты понимал. Так, ничего, это не погонь, это просто иностранное слово. Означает незаконно рожденный. Короче. Так, чему говорю? Да, гордыню смири свою, послушай мою повесть. Так, а что я говорю? Смотри. Я бы просто так для людей не говорил. Вот это. Смотри, вот я рассказываю местную историю. Бухлова работала няней в доме перед расстрелом. Перед расстрелом. После революции, расстрела династии, она прибыла сюда с девкой. Это вот с девочкой. По и словам Бухловой няни, и на Сашу по документам Александра Якубовна. Якубовна настала, дала документ, який был. Ну, то есть в этом. Так? То есть документы уже составлены позже. Так? Дальше. Погибла, мужики прибыли со двора, 3 братов, семьями эвакуировались после этих репрессий, там вот это самое, и яны погибли. Погибли, причина смерти неизвестна. То есть я не допытываюсь, информацию не узнавал, трое этих опричников. Яны погибли. Кто их убил, за что яны погибли. Ну, было убийство. Дальше убийство, не убийство, бог его знает. Тут сложная история. Теперь дальше. Местным она рассказала. Тут было у яе у пожитках. Она ее и оставила. Это самая династия род. Ну, то есть христиане, все понимают, что коммунисты, расстрелы, люди гибнут, защищая это колено ценой собственной жизни. И так события. И к чему я говорю? Местным наговору я и пожитки. То есть некоторые вещи драгоценные, которые якобы ей, и она была повитухой, ну, наша няней была, принимала роды у этих самых, и ей даровано было от то, что она принимала роды там, и это самое, некоторые украшения золотые и серебряные. В этот комплект уходил вещи, я сейчас их опишу. Колье, такое медное, с драгоценными этими самыми, заушницы там серебряные, несколько верстков, эти такие красный рубин и печатка, серебряная печатка, не серебряная печатка, но и это его что документы Сургуч печатают, для документов государственные печатают. На нем изображение двуглавый орел с короной, скипетром и державой. И там внутри ее надпись такая, чтобы вы понимали. И она особенная, я же говорю, она особенная, это наперсток. Так, там ее отметки вот эти, эти такие отметки. Так, чтобы вы понимали откуда. Так, это со слов Бухловой. Так, теперь вот для общественности, для других этих бастарды, я же говорю, это же двор. Чтобы Олег не обижался. Почему и это? Дальше. Когда поднимали этот вопрос, почему некоторые посвященные Михаила Евгеньевича ждали. Так, объясняю, потому что церковь освеживала мои колено, которые скрывали это самое и знали, что меня в этом колене зовут Михаил Евгеньевич Олег. Поэтому и у религиозном секторе было приходить Михася, то есть мне на сегодняшний 26-й год, потому что меня Миша зовут.
Я об этом сам не знал. После, после, это я не навязываю историю. После я узнавал историю уже у РПЦ, как это происходило. Вот эта история, которая Бухлова. То есть она приехала сюда, местным сказала, что она девочку эту нашла. Откуда? Сиротку. Сироту, что сироту нашла. Где-то на вокзале, где по описанию местных. И сироту эту, и это, и усыновила, и чтобы я ей это самое, не присуждали, там, ну, разные, выкручивалось як мало, короче, на тады, чтобы сохранить тайну эту. Так, точку ставим. Вот теперь к РПЦ возвращаемся. Так, перед расстрелом их, это вот Бухловых версия была, так, и то, что было во время расстрела. Так, Бухлова, нянькая была, она забрала младшую дочку. Не сына, а дочку. Там описано дочка, потому что тут дочка. Дочку эту, ей, что, як їх розстріляли, вот на ём было и на ёй было. Вот это колье, которое за ушницы, колье это, сережки это были. И они отдали Бухловой этой. Потом, и это, что наем перед расстрелом было, вот эта печать царская, кольцо было наем, там шедно кольцо было наем. И еще некие вещи там были, крестик вроде бы там тоже, и это, не знаю, как они там, это крестик откуда, я еще не выяснял, потому что это самое. И сложили это все и отдали Бухловой и с девкой этой, и отправили во свояси. И след потирался. Вот это след не потирался, як там, что там, Бог его знает. Вот это российской стороны. И что было представлено, да, что были мужики, вот это его, которые помогали ховаться, вот это и они погибли, убитые. Я по пометку, что их убили, тогда их трое было, дворовых мужиков. И этих. Вот эта история, той истории прошла. Я оттолкнулся от их документов, которые ее. Я знаю, что бабушка моя Александра такая-то, такая-то. Все. От этого я и говорил с людьми. Твоя колени, як яны тут прошли, як яны тут это коммунисты, это охотились эсеры, и не забывайте, что их убивали насмерть. Истребить род. Хотели вообще. Сегодня я скажу, вот как Олегу, и это, я даже вот сегодня вот в своем колене пережил 2 раза от 2020 года. 2 раза меня хотели грохнуть. Я вот сегодня живу в отшельниках, потому не общаюсь ни с семьей, ни кем, потому что я к этой коммунисты заебу голову зашел по наследству, это по завещанию 1480 года. Я отдал этим камни драгоценные этим за Киеву Печору, да за Лауру. Деньги сложил у кушу, пожертвовал своє. А яны на мяне, чтоб распотрошили сами. Яшчэ чтоб скрыть хищение наследства, покушение на меня сделали. Убить захотели. Нещадно. Вот и думай тады, Олежа. Дитянище классик, богатство, а воина богатство. Что стоит? Трупы. Лучше быть христианином, как моя семья сегодня живе, простыми,
И это, наверное, просили.